Я мусульманин, и сердце мое наполнено любовью к Аллаху. Мои слова и дела связаны с восхвалением, зикром Аллаха. Я начинаю все дела, упоминая Аллаха, и заканчиваю их, прославляя Всевышнего. Я живу ради Аллаха и умру ради Него. Я молю Аллаха о защите от сатаны проклятого. Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером, стремясь к Его лику, и пусть твои глаза не отвращаются от них со стремлением к красоте здешней жизни, и не повинуйся тем, сердце которых мы сделали небрегущим к поминанию о нас, и кто последовал за своей страстью, и дело его оказалось чрезмерным. Слава Аллаху Всевышнему, мир и молитва последнему из пророков. Добрый вечер. Я хочу представить вам брата Халида Ясина, работающего в фонде исламского просвещения в Джидде. А также брата Захира Абдаллу, который будет помогать лектору и читать аяты священного Корана по-арабски. Тема сегодняшней лекции – какова цель жизни и что вы знаете об исламе. Повторяю еще раз, какова цель жизни и что вы знаете об исламе. После лекции вы будете иметь возможность задать любые вопросы брату Халиду Ясину и обменяться с ним мнениями по интересующим вас проблемам. Перед началом лекции я хотел бы сказать, что Халид Ясин – американский гражданин. Он принял ислам несколько лет тому назад. Сегодня он расскажет вам о причинах, побудивших его сделать это. Еще раз напоминаю вам, что после лекции брат Халид Ясин ответит на все ваши вопросы. А сейчас слово предоставляется брату Халиду Ясину. Слава Аллаху! Мир и молитва пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, всей его семье и сподвижникам. Мир вам, милость и благословение Аллаха. Мир всем, кто следовал по пути, указанному Аллахом. Уважаемые братья, мусульмане, дорогие гости,
Мне сегодня выпала большая честь выступить перед вами. Я счастлив, что имею эту возможность, и я хотел бы вам сказать, что то, о чем я буду говорить сегодня, не является лекцией. Можно воспринимать это как своего рода советы или как мою точку зрения по этим вопросам. Сейчас я вспоминаю, как находился в этом зале несколько лет тому назад. Тогда я был христианином, не имел гражданства и не знал, в чем заключается смысл жизни. Поэтому то, о чем я буду говорить, является скорее информацией или советами, но никак не лекцией. Может быть, мои размышления покажутся вам несколько длинными, однако я уверен, что человеческий мозг способен усвоить гораздо больше информации, чем та, которую вы услышите сегодня. А сейчас о теме нашей беседы. Она включает в себя два вопроса. Какова цель жизни? И что вы знаете об исламе? Причем второй вопрос звучит именно так. Что вы реально знаете об исламе, а не что вы слышали об исламе, или что вы видите в поведении некоторых мусульман. Итак, что вы реально знаете об исламе? Для меня большая честь выступать сегодня перед вами. Я хотел бы, чтобы ваши умы и сердца были открыты сегодня. Человек, живущий в сегодняшнем драматическом мире, сталкивается с множеством проблем и забот. Поэтому ему порой просто некогда задумываться о цели жизни, некогда размышлять о том, что такое истина. К сожалению, многие люди дают один и тот же стереотипный ответ на вопрос о цели жизни. Человеку свойственно говорить то же самое, что говорят его родственники, друзья, а дети, например, повторяют слова своего учителя. На вопрос о цели приема пищи, например, многие отвечают одинаково, говоря, что необходимость в приеме пищи обусловлена самой природой, что она является своеобразным источником человеческой энергии. На вопрос о цели работы, труда, практически все говорят, что труд является потребностью, что работа вызвана необходимостью обеспечить себя, семью и так далее. Когда людей спрашиваешь, почему они спят, принимают ванну, носят одежду, практически все говорят, что эти процессы – суть жизненной потребности. Подобный перечень вопросов можно продолжить, и на большинство из них почти все люди
говорящие на разных языках и живущие в различных уголках земного шара, ответят одинаково. Почему же люди дают разные ответы на вопрос о цели жизни? Да потому что они чувствуют некое замешательство, становятся нерешительными, понимают, что говорят что-то не то, однако предпочитают любой, даже ошибочный ответ молчанию. Большинство людей как бы запрограммировано на один и тот же ответ. Так неужели цель жизни состоит в том, чтобы есть, спать, покупать и носить одежду, принимать ванну, работать, получать материальные блага и пользоваться ими, наконец, просто наслаждаться? Какова же цель человеческого бытия? Для чего создан человек, сотворен окружающий его мир? Некоторые люди отрицают наличие божественного начала, считают, что никаких доказательств существования Бога нет, не соглашаются с тем, что Вселенная была создана в результате некоего целенаправленного действия. Они убеждены в том, что Вселенная возникла чисто случайно, в результате неких химических процессов, и думают, что именно так, дескать, и возник мир. При этом они полагают, что жизнь не имеет определенной цели. Они уверены, что никто не в состоянии логично и при помощи научной методики доказать существование Бога. Напомню вам в этой связи некоторые аяты священного Корана. Естественно, что Коран должен звучать на языке оригинала, ибо именно арабский язык делает Коран похожим на своеобразное лекарство, принимая которое человек чувствует себя значительно лучше. Голос по-арабски. «Я молю Аллаха о защите от сатаны проклятого. Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах над всякой вещью мощен. Поистине в создании небес и земли и в смене дня и ночи знамения для обладающих умом, тех, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли. Господи наш, не создал Ты этого попусту, хвала Тебе, защити же нас от наказания огня». В этих аятах Всевышний говорит о человеке, его мыслях, о небесах и земле, о смене дня и ночи, о том, что мир создан не зря. Действительно, великое создание Творца, человек, своим существованием подтверждает, что сотворен не случайно, а в соответствии с неким грандиозным общим замыслом. Давайте представим себе следующий эксперимент. Мы берем, например, 10 шаров, соответственно, пронумеровываем их от 1 до 10 и помещаем их в сумку. Предположим,
что один из нас, закрыв глаза, вынимает из этой сумки шары, причем я прошу его сделать это по порядку. То есть сначала номер 1, затем номер 2, затем номер 3 и так далее по порядку. Давайте в связи с этим зададим следующий вопрос. Какова вероятность того, что эта просьба будет выполнена? Эта вероятность 1 к 26 миллионам. Теперь давайте зададим другой вопрос. Какой может быть вероятность возникновения мира в результате скопления или соединения неких элементов, в результате неких химических процессов? Итак, я еще раз повторяю, эта вероятность будет 1 к 26 миллионам. Дорогие братья, глядя на мост или автомобиль, мы восхищаемся талантом конструкторов и инженеров, которые создали это. То же самое относится и к самолетам, ракетам, атомным станциям, космическим кораблям и международным аэропортам, подобно тому, который находится в этой стране. Все, о чем мы говорили, создано человеком. Как же мог человек создать все это? Значит, его мозг подобен чрезвычайно сложной, искусно управляемой системе. Вдумайтесь в это. Как же гениально устроен человеческий мозг, способный буквально в сотые доли секунды анализировать и систематизировать поступающую в него информацию, способный создавать корабли, автомобили и самолеты. Давайте подумаем, кем же был создан этот гениальный мозг? Или возьмем сердце, как гениально устроен этот орган, непрерывно пульсирующий в течение 60-70 лет и регулирующий кровообращение в человеческом организме. А почки, выполняющие важнейшую функцию очищения организма, другие процессы, а глаза, этот своеобразный человеческий фотоаппарат, который автоматически определяет расстояние до объекта и освещенность. Кто, по какому чертежу сотворил эти совершенные органы? Неужели сам человек? Конечно, нет. Давайте возьмем Вселенную, ее строение. Земля ведь всего-навсего одна из планет Солнечной системы, а Солнечная система, в свою очередь, лишь крохотная частичка, песчинка в огромной галактике. Во Вселенной же существуют миллионы подобных галактик. И все планеты, системы, галактики существуют, как бы не мешая друг другу, существуют самостоятельно. Они движутся во Вселенной без каких-либо катаклизмов, инцидентов и столкновений. Неужели все это сделал человек? Конечно, нет. Давайте подумаем об океанах и рыбах, о птицах и насекомых, о растениях и микробах, о химических элементах и металлах, некоторые из которых, возможно, еще не открыты, несмотря на наличие новейших приборов и аппаратуры. Существует ли все это случайно? Причем многое из того,
о чем я сейчас говорил, постоянно воспроизводится, то есть появляется вновь и вновь. Разумеется, все это существует не случайно, и считать, что все это создано человеком, было бы по меньшей мере наивно и абсолютно нелогично. Конечно, мы не можем согласиться с подобного рода утверждениями. Поэтому я должен сказать сейчас, когда мы рассматриваем этот вопрос, следующее. Именно всемогущий, всезнающий Бог, Творец, создал все это. Он продолжил само бытие. Именно Всевышнему мы поклоняемся, Его восхваляем, к Нему обращаемся в своих молитвах и просьбах. Итак, я еще раз повторяю, что полагать, что все это создано человеком, было бы по меньшей мере нелогично. Естественно, мы с подобного рода утверждениями согласиться ни в коем случае не можем. Итак, Бог, Творец, создал все это. Он создал бытие. Он продолжил это бытие. Именно Всевышнему мы поклоняемся. Именно Его мы восхваляем и к Нему обращаемся в своих молитвах и просьбах. Если бы я дал каждому из вас по вашей просьбе $100, то услышал бы от вас слова благодарности. А кого мы должны благодарить за то, что можем видеть, думать, за те жизненно важные органы, обеспечивающие вам и вашим детям жизнь? Кого должны мы благодарить, восхвалять и молить? Конечно, Аллаха Всевышнего. Именно в этом состоит цель нашей жизни. Всевышний Аллах сказал: «Я ведь создал джиннов и людей только чтобы они мне поклонялись». Это слова самого Творца. Следовательно, цель нашей жизни в том, чтобы верить и поклоняться Творцу, восславлять Его, жить по ниспосланным им законам и нормам. Вся наша жизнь, работа, одежда, пища, все, что мы делаем, связано со Всевышним. Наша жизнь и смерть в Его власти. Именно в этом заключается ответ на вопрос о цели жизни. Вряд ли кто-нибудь из ученых или аналитиков будет выступать против такого вывода. Впрочем, если у человека в душе есть какие-то другие мысли на этот счет, то это дело его и Всевышнего. А сейчас давайте перейдем ко второй части нашей беседы, к вопросу, что вы знаете об исламе. Причем, я еще раз подчеркиваю, именно что вы знаете, а не что вы слышали об исламе или что вы видите в поведении некоторых мусульман. Между исламом и мусульманином, кстати, есть разница. Возьмем, к примеру, отношения между отцом и сыном. Понятно, что мужчина, имеющий детей, является отцом. Однако это налагает на него определенную ответственность. И если человек не понимает этого, не понимает, что у него есть семья, то вряд ли его можно назвать хорошим отцом. То же самое относится к мусульманину и исламу. Ислам – это свод законов и правил, и если мусульманин не соблюдает их, его нельзя считать хорошим, праведным мусульманином.
Об исламе и мусульманах много пишут и говорят в книгах и средствах массовой информации. О нем читаются лекции в университетах. И зачастую люди получают из этих источников не объективную, а порой и искаженную картину об исламе. Причем источником таких сведений в ряде случаев являются сами мусульмане. Согласно статистическим данным, ислам исповедует каждый пятый живущий на земле человек. Другими словами, в мире живет примерно 1 миллиард мусульман. Такова статистика. Ее можно получить из различных источников. Итак, как же получилось, что мы почти ничего не знаем об исламе, религии, которую исповедует пятая часть населения земного шара? Известно, что в мире живет примерно миллиард китайцев, и многие из вас, несомненно, имеют представление об общественно-политической и экономической жизни Китая, об истории этой страны, об ее великих философах. А что мы знаем об исламе? Что объединяет 29 наций, 37 народов, населяющих нашу планету? Что делает всех мусульман единой общностью? Я, например, гражданин США. Что делает моими братьями граждан Саудовской Аравии, Пакистана, Индонезии, африканских стран, Таиланда, Китая, Испании, России? Ведь у всех у нас разные культуры, разный менталитет. Что же из себя представляет ислам, который объединяет всех нас и делает нас братьями? Нужно признать, что основой создания неправильного, а порой и искаженного представления об этом является ошибочная логика. А сейчас попробуем немного порассуждать. При этом важно, чтобы ваши сердца и умы были открыты во время нашей беседы. Если я, например, открою кран и попробую налить в воду перевернутый вверх дном стакан, то у меня, естественно, ничего не получится. Чтобы наполнить стакан водой, его надо держать в обычном положении, дном вниз. Истину нужно не только понимать, но и осознавать ее целесообразность. Для этого нужно освободиться от амбициозности, эгоистических подходов и субъективных оценок. Нужно понять и принять истину и усвоить, какую практическую пользу она в себе заключает. Слово «ислам» означает покорность, подчинение закону, ниспосланному нам Всевышним Аллахом, Творцом, всемогущим, величайшим, мудрейшим Господом. Слово «Аллах», кстати, по-арабски имеет только одно значение, и этим словом не может быть названо ничто из сотворенного. Мы часто используем слова для того, чтобы показать наше отношение к кому-либо. Например, мы можем сказать «я люблю свою жену», или для того, чтобы охарактеризовать человека. Например, можем сказать, что она лучше всех, он величайший человек. Однако слово «Аллах» относится только к Творцу, который сотворил все сущее. Слово «ислам» связано с глаголом «салима» – «быть в безопасности в мире». Мусульманин – это тот, кто предает себя Аллаху и подчиняется ниспосланным им законам. Именно предание себя Богу и подчинение Его законам обеспечивают мусульманину мир и безопасность. Кстати, именно в этом
заключалась миссия всех пророков и посланников. Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Давида, Соломона, Исмаила, Якова, Иоанна Богослова, Сулеймана, Иисуса, сына Марии, и, наконец, Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Бог возложил на пророков одну миссию, одну задачу – разъяснять людям необходимость поклонения одному Богу. Цель вашей жизни, говорили пророки, обращаясь к людям, поклоняться и молиться Богу, выполнять ниспосланные им законы, делать добро, за что вы будете вознаграждены в загробной жизни. Итак, все пророки на разных языках и в разные времена говорили людям примерно одно и то же. Читая все ниспосланные Богом священные книги, естественно, без всяких дополнений и искажений, сделанных позже, вы поймете, что именно с этой целью пришли к людям все пророки. И никто из них не говорил: «Я Бог, поклоняйтесь и молитесь мне». Мы должны задуматься над этим. Действительно, ни в одной из священных книг, будь то Библия, Тора, Талмуд или Псалтырь, мы не найдем подобных слов. Вы можете, придя домой, перелистать всю Библию, и я уверен, что вы не найдете там ничего подобного. Другой вопрос, откуда появились подобные предположения, но это тема для отдельного разговора. С другой стороны, слово «ислам», точнее его значение, является как бы ключом к пониманию миссии всех пророков. Действительно, все они поклонялись Господу Богу. Все они призывали людей идти по указанному им пути. Ведь что такое, в конце концов, 10 заповедей Моисея? О чем говорил Авраам? Каково содержание псалмов? О чем говорится в притчах Соломона? Чему учил людей Иисус, Иоанн Богослов? И, наконец, пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. Ответ на этот вопрос содержится в словах Всевышнего. И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая пред Ним религию, как ханифы, выстаивать молитву, приносить ощущения. Это вера прямоты. Таков прямой путь, указанный Всевышним. Такова основная задача, стоящая перед людьми. Поэтому все пророки и посланники являются, по сути дела, мусульманами, если исходить из значения этого слова. Ведь что означает слово «муслим», «мусульманин»? Подумайте об этом, а не об арабском звучании этого слова, об одежде, которую мы все носим, о Мекке, Египте, Саудовской Аравии. Мусульманин – это человек, который предает себя Богу, Аллаху, и соблюдает ниспосланные им законы, ведя тем самым правильный образ жизни. Ведь все, что нас окружает, также как бы подчиняется ниспосланным Аллахом законам. Поэтому все истинные мусульмане должны подчиняться этим законам. Исходя из этого, можно сказать, что ребенок, который рождается в предопределенный для него срок, является муслимом, то есть подчиняющимся законам Всевышнего. Строго говоря, все, что подчиняется законам Всевышнего, является, по сути дела, муслимом. Наша покорность и подчинение Аллаху является смыслом слова «муслим». Можно сказать, что Иисус был муслимом,
И его мать была муслимой, то есть подчиняющаяся. Авраам, Моисей, все пророки были муслимами. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорил по-арабски, а слово «ислам», как мы уже говорили выше, означает предание себя Богу, покорность, подчинение. А человек, который делает все это, является муслимом, мусульманином. Миссия всех пророков и посланников заключалась в том, чтобы служить единому Богу. Изучая жизнь и описание каждого из них, мы найдем этому подтверждение. Проблема возникла позднее, когда вышли в свет книги, исказающие религиозные и исторические истины и обосновывающие наличие определенных противоречий в религии. Вам, как христианам, я хотел бы сейчас рассказать о вопросе, ответа на который я не мог найти до принятия ислама. Вопрос этот звучит следующим образом. Как мог Бог разрешить молиться и преклоняться кому-то другому? Ведь только у христиан существует Троица, три Бога. Только христиане уподобляют Богу своих отцов. А Бог у них состоит как бы из трех частей. Кем были евангелисты, авторы книг Нового Завета, те, кто говорил о существовании трех богов? Кем были Матфей, Марк, Лука и Иоанн? Четырьмя написавшими Евангелия, людьми, не имевшими ни отчества, ни фамилии. Они называли себя только по имени. Представьте, что я даю вам чек и прошу получить деньги в банке, но на чеке пишу только свое имя. Выдали ли бы вам деньги в банке? Конечно, нет. Да вы и сами не взяли бы у меня такой чек. Допустим, вас останавливает на улице полицейский и просит вас предъявить документы, а вы даете ему паспорт, где написано только ваше имя. Будет ли такой паспорт являться документом для полицейского? Конечно, нет. В паспорте обязательно должна быть ваша фамилия, имя и отчество. Ведь ваши родители дают вам не только имя, но и фамилию и отчество. Когда и в каком документе было указано только имя? Только в Библии. Как же можно черпать веру из книг, авторы которых известны только по имени? Существует 15 книг, автором которых являлся преступник, который сначала истязал, убивал и истреблял христиан, а затем сказал, что его миссия заключается в спасении христиан. Ведь если я скажу вам, что Гитлер, истреблявший евреев, решил впоследствии спасти их, принял иудаизм и написал о нем книгу с толкованием Торы, неужели вы поверите этому? Разумеется, нет. Как же можно поверить тому, что 4 Евангелия были написаны людьми, у которых есть только имена? Как можно поверить, что у других 15 книг существует именно тот автор? В этих книгах, кстати, впервые сказано, что у Бога есть Отец и Сын и Святой Дух, и что Он является Троицей. Как с этим согласиться? Давайте подумаем об этом. Я не хотел бы делать из этого дискуссию, а просто предлагаю вам поразмышлять. Учение пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, не содержит никаких противоречий и является подтверждением того, о чем говорили до него другие посланники и пророки. Книга, ниспосланная Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует Всевышним, для всех людей называется Кораном. Эта книга, Коран, доступна всем. Она есть у всех мусульман. Ведь пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не написал Коран, не придумал его, никто не помогал писать Коран. На самом деле Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, явился архангел Гавриил и по воле Всевышнего дал ему Коран. Душа и сердце Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были настроены соответствующим образом для того, чтобы принять ниспосланный Аллахом через архангела Гавриила Коран и передать его нам. Коран вошел в наши умы и сердца 15 веков тому назад. И с тех пор в его текст не было внесено ни одно изменение или дополнение.
существует ли во всем мире хотя бы еще одна подобная и столь же древняя книга? Нет, не существует. Вы можете легко убедиться в этом, если посетите любую крупную библиотеку мира. Загляните в британскую, американскую или любую другую всемирную энциклопедию, и вы найдете там массу книг об исламе, Коране и Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Кстати, авторами этих книг являются не мусульмане. Посмотрите эти книги, и вы увидите в них документальное, научное и историческое подтверждение моим словам. Читайте, что пишут о Мухаммаде, одной из самых известных и достоверных личностей в истории человечества. Читайте Коран, самую достоверную в истории человечества книгу, которая не претерпела каких-либо изменений на протяжении веков. Читайте шариат, самый достоверный свод законов в истории человечества, также не претерпевший никаких изменений. Итак, книга, ниспосланная Всевышним Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, называется Кораном. Кстати, все пророки были посланы на землю Всевышним с соответствующей миссией, и в Коране подробно и ясно описана вся их жизнь, все деяния, короче, вся биография. Неужели со всеми ними встречался пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует? Неужели он жил с ними в одну эпоху? Конечно, нет. Всевышний не спаслал Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует Коран, для того, чтобы люди старались выполнять содержащиеся в нем указания. А теперь о последователях религии. Нас, мусульман, нельзя называть мухаммедиянами, если можно так сказать, ведь мы поклоняемся и молимся не пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому мы не имеем права таким образом использовать его имя. Подобным образом и последователей Моисея нельзя называть, скажем, моисеянами, последователей Якова яковянами, Давида давидянами, Авраама авраамянами. Так почему же люди называют себя христианами? Ведь сам Иисус не называл себя христианином. Он сказал, что его Господь Бог, а мы должны делать то, о чем говорил Иисус. Кем был Иисус? Он был рабом Божьим, и все мы должны быть рабами Аллаха. В этом и заключается истина. Всевышний сказал: «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончил для вас мою милость, и удовлетворился для вас исламом как религией». Слово «ислам» здесь употребляется как бы при подведении неких итогов. Построенный объект по окончании строительства называется домом, автомобилем и так далее. Наша религия стала называться исламом после того, как был закончен Коран, после того, как он был ниспослан всем людям, когда Аллах завершил составление своих законов и тем самым завершил нашу религию. Ислам является совершенным образом жизни, причем новым здесь является только само слово «ислам», а не вера, не миссия пророка, не законы Всевышнего. Необходимо учесть и еще одно важное обстоятельство. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был посланником не только для арабов. Да, Мухаммад ибн Абдалла, да благословит его Аллах и приветствует, родился в Мекке, городе, расположенном на Аравийском полуострове. Конечно же, он был арабом. Коран был ниспослан ему на арабском языке, который благодаря этому приобрел чистоту и совершенство. В Коране, кстати, нет ни малейшего намека на то, что он был ниспослан исключительно арабам. Наоборот, Всевышний говорит: «Мы послали тебя ко всем людям вестником и увещателем, но большая часть людей не знает». Мухаммад является последним пророком
через которого Коран был ниспослан людям. Еще раз по-арабски это звучит так. И мы послали тебя ко всем людям, вестникам и увещателям, но большая часть людей не знает. Мухаммад является последним пророком, через которого Коран был ниспослан людям. Так как речь у нас зашла о Коране, необходимо вкратце коснуться его содержания. Всевышний говорит, что Коран ниспослан через Гавриила. И говорит он не по пристрастию, это только откровение, которое не спосылается. Это означает, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не является автором Корана, не произносит его аяты от своего, так сказать, имени, не выражает какие-то свои чувства. Нет, Коран не послан ему Всевышним Аллахом. Для того, чтобы убедиться, что это действительно так, необходимо привести аргументы, доказывающие, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не мог быть автором Корана. Нам необходимо доказать, что люди вообще не в состоянии создать Коран. Итак, я еще раз повторяю, для того, чтобы убедиться, что это действительно так, необходимо привести аргументы, которые доказывают, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не мог быть автором Корана. Нам необходимо также доказать, что человек вообще не в состоянии создать Коран. Всевышний сказал: сотворил человека из сгустка, то есть из сгустившейся крови. Как мог Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, знать, что зародыш, находящийся в утробе матери, начинает свое развитие со стадии сгустка? Разве у него были для этого соответствующие сверхточные приборы типа микроскопа? Откуда ему было известно об этом? Ведь открытия в этой области были сделаны несколько десятков лет тому назад. Как он узнал, что между океанами, морями существуют определенные границы, отделяющие соленую воду от пресной? Откуда он мог знать, что Солнце, Луна и другие планеты движутся по своим орбитам, по четко определенным траекториям? Многое из того, о чем говорится в Коране, стало известно людям сравнительно недавно, в нынешнем 20 веке, и даже в его второй половине. Откуда мог знать все это родившийся в пустыне неграмотный, не имеющий образования пастух? Мог ли он понимать что-нибудь в таких сложных науках? Мог ли какой-нибудь его современник, любой другой человек, живший раньше или позже того времени, разбираться в том, что было открыто сравнительно недавно? Конечно же нет. Как мог человек, живший 15 веков тому назад на Аравийском полуострове и вдобавок никогда не плававший на корабле, объяснять, причем так четко, то, что было открыто совсем недавно? Если приведенных мной доводов недостаточно, позвольте мне обратить ваше внимание на следующий факт. Коран состоит из 114 глав, сур, из 1000 аятов. Тем не менее, во времена Мухаммада сотни его сподвижников, да будет милосерден к ним Аллах, выучили Коран наизусть. Что же, они все были гениями? Кто сейчас знает наизусть Тору, Ветхий и Новый Завет? Знает ли хотя бы один священник наизусть Библию? Нет. Однако в мире живут миллионы мусульман, наизусть знающих Коран.
И некоторые из них находятся здесь. Несомненно, это делает честь любому мусульманину. А сколько вы встретили в своей жизни людей, которые наизусть знают Библию? Да ни одного. А дело в том, что в мире нет ни одного христианина, который имел бы представление о том, что такое подлинная Библия. В мире существует более 700 содержащих разные и порой противоречивые сведения книг, и все они называются Библиями. Как же можно знать наизусть имеющую так много, с позволения сказать, версий книгу, ставшую предметом разногласий между людьми? Что же касается Корана, то здесь ситуация прямо противоположная. Хочу обратить внимание на то, что я не пытаюсь как-то разрекламировать Коран. Дело в другом. Я, бывший христианин, сам пришел к этим выводам, и сегодня хочу привлечь к ним ваше внимание. Выводы делайте сами. А теперь зададим вопрос. Согласны ли вы с тем, что Коран, появившийся 15 веков тому назад и содержащий достоверные, правдивые сведения, о которых я говорю, был ниспослан Всевышним? Конечно, любой честный человек согласится с этим. А в том, что вы все честные люди, у меня нет ни малейших сомнений. Каждый из вас своим умом и сердцем должен прийти к такому заключению. Кстати, многие известные личности, причем не мусульмане, такие, например, как Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Наполеон Бонапарт, Уинстон Черчилль и многие другие, пришли именно к такому выводу. Другое дело, как они относились к исламу, как воспринимали его. Однако все они понимали, что кроме Корана в мире не существует другой подобной книги, указывающей людям прямой истинный путь. Все они подчеркивали, что Коран – это источник научных знаний, кладезь мудрости, наставление и своего рода лекарство, помогающее людям. А сейчас, после того, как мы рассмотрели все аргументы, доказывающие подлинность Корана и его истину, можно обсудить вопрос, связанный с содержанием Корана. О чем говорится в Коране? В нем говорится о Всевышнем Аллахе, даются его имена, говорится о связи Аллаха со своими творениями, об участии в этом процессе человека. В Коране говорится о посланниках, об их числе, миссиях, о призывах, с которыми они обращались к людям. Наконец, о последнем пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует. Коран призывает людей выполнить свое предназначение в мирской жизни. Ведь рано или поздно настанет день, когда мы все умрем. Причем это произойдет независимо от нашего желания. Настанет день, когда мы должны будем ответить за все. Ведь цель нашей жизни не в том, чтобы просто прожить отмеренное нам время, не достигнув никаких результатов. Любое действие приводит к какому-то результату. Человек приходит в этот мир для выполнения неких действий, осуществления некой цели и обязательно что-то оставляет после себя. Ведь ребенок ходит в школу не для того, чтобы просто провести там время. Человек трудится за определенную плату, покупает дом, чтобы жить в нем, приобретает одежду, чтобы носить ее, живет, зная, что непременно умрет. Однако вы не согласитесь с утверждением, что смерть, дескать, это конец, так как это означало бы, что человек создан для ничтожной цели. Не имея определенной цели, многие из вас наверняка бы не ходили в школу, на работу, не женились бы, не пришли бы сегодня сюда. Вряд ли кто-нибудь из вас подписал бы какой-либо документ, не ознакомившись предварительно с его содержанием и не согласившись тем самым со всеми вытекающими из этого документа последствиями. На все это обращает наше внимание Коран, который учит людей, убеждает их в истине, расширяет границы человеческого знания. В Коране рассказывается буквально
обо всем, о Вселенной и красоте создания Всевышнего, об океанах и морях, о деревьях и растениях, о птицах и насекомых, о земле и животных, о горах и ущельях, о величии небес и безграничном просторе миров, об организме человека и об окружающей среде, о природе в целом и о биологии, о свете и богатстве существующих цветов, о миссии посланников и о цели человеческой жизни на земле. Спрашивается, как же мог человек, родившийся в пустыне и пасший овец, неграмотный, не имевший никакого образования человек, объяснить явления, о которых он сам не имел представления? Самое главное в Коране, призывающем людей к исламу, состоит в том, что он не заставляет человека менять свою веру, а наоборот, побуждает его принять свою естественную веру, каковой и является ислам. Ислам призывает человека выполнять предначертанную ему роль, подобно другим созданиям Всевышнего. Когда честный и объективно рассуждающий человек принимает веру, он просто выполняет свои обязанности, осуществляет свои функции. В чем же состоит проблема? В том, что заблуждавшийся в прошлом человек, овладев знанием, должен произнести основной постулат веры. Принятие ислама чрезвычайно простое дело. And your dedication to Almighty God, you don't change that and throw it away. You hold on to that, but you make alterations where you know that the truth has been revealed to you. That's all. Then you just have to be honest enough to know that you have lost some weight and you need to make some adjustments. Необходимо прежде всего свидетельствовать, что нет Бога, кроме Аллаха. Допустим, я спрашиваю вас, свидетельствуете ли вы, что ваш отец является вашим отцом? Кто утвердительно ответит на этот вопрос? Конечно, все. Ведь мой отец — это мой отец, мой сын — это мой сын, моя жена — это моя жена, я — это я. Так, что же мешает нам сказать, что Аллах один, и Он единый Бог, что Он ваш Господь и Создатель? Может быть, у вас есть какой-то секрет, который вы не хотели бы раскрывать? Или вы все еще пребываете в заблуждении и никак не решитесь сделать этот важный шаг? Этот вопрос вы должны задать сами себе. Предположим, что кто-то из вас узнал, что умрет сегодня ночью, а затем попадет в рай или в ад, где ему предстоит отвечать за свою веру в Аллаха и его посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Как бы вы поступили в этом случае? Хотели ли бы вы в числе верующих, предстающих перед Аллахом, хотели ли вы быть в их числе? Хотели ли бы вы быть в числе тех, кого Всевышний принял бы? С другой стороны, человека до последнего мгновения не покидает надежда, что он будет жить еще долго и наслаждаться всеми прелестями жизни, вином, женщинами, одеждой, развлечениями и так далее. При этом человек забывает о том, что необходимо каждый день молиться. Он просто надеется на долгую жизнь. Однако кто знает, сколько времени отпущено нам? Я вижу людей в возрасте и даже седых среди сидящих здесь. Вспомните ваше детство, когда вы беззаботно играли, абсолютно не думая о будущем. Когда кончилось это время? Вчера или гораздо раньше? Когда наступит смерть? Завтра или позже? Основное положение ислама состоит в том, что Аллах один Бог, у которого нет сотоварища. Ислам учит нас, что Аллах не спаслал свои законы посланникам через ангела. Законы эти определяют отношения человека с природой и окружающей средой, морями и океанами, горами и ветрами и так далее. Ислам учит нас, что Всевышний Аллах дал нам жизнь, и только Он знает, когда наступит смерть, когда придет судный день. А Он придет обязательно. И тогда
Всевышний накажет всех грешников. Ислам учит нас, что физическая смерть – это не конец человека. Ислам чрезвычайно прост. Он состоит из 5 основ или столпов. Ислам можно сравнить с домом, который должен строиться обязательно на фундаменте и по плану. Таким фундаментом в исламе являются 5 основ веры. Первая основа или первый столб состоит в вере в одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, в поклонении только Аллаху. Человек не должен говорить ничего, что недостойно Аллаха. Например, не говорить, что у него есть сын, дочь, отец, мать, дядя, тетя, что Аллах состоит из нескольких частей, что Он просит у кого-то разрешения сделать что-то и так далее. А теперь пусть каждый спросит себя, свидетельствую ли я, что нет Бога, кроме Аллаха? Пусть каждый из вас ответит: да, я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Теперь пусть каждый спросит себя, свидетельствую ли я, что Мухаммад посланник Аллаха. Ответьте: да, я свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха. Если вы произнесли эти слова, и вы верите в это, то вы стали мусульманами. В этом случае вы должны измениться, и прежде всего изменить свое поведение, свои представления о жизни, свои действия. И в заключении, братья, я хотел бы задать вам следующий вопрос. Кто из вас понял то, о чем я рассказывал? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, хорошо. Кто из вас согласен с тем, что я говорил об Аллахе, о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует, о цели жизни? Кто согласен со мной? Хорошо. А теперь я прошу тех, кто согласен со всем этим, поднять руки и произнести: свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Аминь, аминь, аминь. Хорошо. Боже, обрадуй нас. Боже, помоги нам. Боже, веди нас. Хочу сказать вам, братья мои, что вы очень честные люди. Я призываю вас хорошо усвоить все, что вы сегодня слышали, и советую вам встретиться с вашими братьями, мусульманами, и попросить их объяснить вам законы Аллаха, рассказать об исламе. Я призываю вас сделать следующий шаг. Перед вами стоит задача претворить учение ислама в вашей повседневной практической жизни. Иначе вы рискуете потерять, утратить вашу веру. Боже, веди нас. Боже, дай нам счастье. Боже, помоги нам. Я счастлив, что выступил сегодня перед вами. Мир вам, милость и благословение Аллаха. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Возможно, вам не все понятно об исламе, поэтому прошу вас задавать любые вопросы, не стесняться из-за недостаточного знания этого вопроса или из-за чего-либо другого. Задавайте любой вопрос. Я готов ответить на него. Вопрос. Сегодня вы говорили только о положительном в мире, но ничего не сказали об отрицательном, о зле.
Не могли ли вы сделать это сейчас? Отвечаю на ваш вопрос. Когда вы приходите в поликлинику, то врач, как правило, задает вам вопрос, как вы себя чувствуете или на что жалуетесь. Сейчас вы сказали, что я много говорил о положительных сторонах жизни, но ничего не сказал о зле. Врач ставит свой диагноз на основании рассказа пациента о своем самочувствии, внешних симптомов, заболеваний и других обстоятельств. Разницу между хорошим и плохим, добром и злом найти очень просто. Хорошее – это все, что вам разрешает и повелевает делать Аллах, а плохое – это все то, что Он запрещает делать. Чтобы обнаружить плохое, зло, вы не должны сами делать его. Аллах сам говорит вам об этом, и Он лучше всех знает это. Если же Всевышний что-то запрещает вам делать, то на это должна быть своя причина, и вы можете не знать ее. Если вы верите в Аллаха, то вы будете делать то, что Он вам разрешает и повелевает, и не будете делать то, что Он вам запрещает. Чтобы узнать, что такое зло, вовсе не обязательно испытать его влияние на себе. Проявления зла часто бывают заметны вокруг вас. Аллах запрещает употреблять алкогольные напитки, но вы видите много примеров нарушения этого запрета. Аллах запрещает лгать, но вы часто сталкиваетесь с нарушениями этого запрета. Аллах запрещает убивать, однако вы видите, как во всем мире люди убивают друг друга. Аллах запрещает делать что-то плохое, зло, однако вы часто видите, к чему приводит действие тех, кто нарушает этот запрет. Я считаю, что эти истины не нуждаются в дополнительном пояснении. Если перед поездкой на автомобиле вас предупредят об опасных последствиях превышения скорости, и вскоре вы увидите, как столкнулись между собой две машины, вы не удивитесь и поймете, почему это произошло. Тогда вы постараетесь не превышать скорость, так как будете знать, к чему это может привести. Чтобы защитить себя от зла, вы должны быть честными, должны сохранять чистоту ваших сердец и помыслов. Не надо стараться обнаружить зло или пытаться обнаружить его в себе. Аллах дает нам как бы лекарство от зла, указывает нам путь борьбы с ним. Мне кажется, я привел достаточно аргументов. Отвечая на этот вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста. Реплика из зала. У меня нет вопросов, однако я хочу сказать, что после этой самой лучшей в моей жизни лекции я принял ислам. Я считаю, что сам Всевышний привел меня сюда сегодня. Когда мой саудовский друг пригласил меня на эту лекцию, я согласился, однако выразил сомнение в том, что людей, придерживающихся одной веры, можно убедить в истинности другой. Сейчас же я понял, что ошибался, так как и сердцем, и умом воспринял все сказанное вами, убедился в вашей правоте, и теперь я могу сказать: свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Аллаху Акбар, Аллах велик, слава Аллаху. Мы молимся Аллаху, благодарим Его за то, что Он ведет нас по прямому пути, пути добра. Боже, веди всех нас по этому пути. Кстати, я говорю эти слова не только для вас, но и для себя самого, потому что каждый мусульманин должен постоянно напоминать себе об этом.
Когда мы даем какие-то советы другим людям, мы должны помнить, что советы наши обращены также и к нам самим. Когда слова выходят из сердца, они способны убедить других. Я молю Аллаха укрепить эту веру в самом себе, молю Его сделать так, чтобы мы все прониклись после нашей беседы верой в ислам. Общайтесь с мусульманами, беседуйте с ними, задавайте им любые вопросы, даже личного характера, для того, чтобы больше узнать об исламе. А сейчас я советую вам, когда вы придете домой, принять ванну или душ, помыться, но не потому, что вы не делаете этого регулярно, а для того, чтобы лучше подготовиться к тому, чтобы принять ислам, чтобы как бы войти в эту веру. После этого помолитесь Всевышнему, как вы умеете это делать, и скажите: «Боже мой, веди меня по прямому пути, будь со мной, помоги мне, сделай из меня хорошего мусульманина». Если вы просите о чем-то Аллаха, то Он даст вам все, что вы хотите. Если вам нужны средства к существованию, просите об этом Всевышнего. Скажите Ему: «Боже, я принял ислам, я верю в Тебя, в то, что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Его. Я прошу Тебя помочь мне добыть средства к существованию. А может быть, вам помогут сидящие здесь братья, если они узнают о вашей нужде. Ведь мы же все братья. Вы решите многие ваши проблемы, став мусульманами. Став мусульманами, вы сможете бороться со многими пороками, перестать употреблять алкоголь, вести распутный образ жизни, лгать. Важно сделать первый шаг для того, чтобы начать решать эти проблемы. Например, если в вашем доме большой беспорядок, не отчаивайтесь. Начните с малого. Сегодня займитесь уборкой, завтра почините дверь или окно и так далее. Но ни в коем случае не говорите, что проблем не существует, так как в этом случае вы никогда не наведете дома порядок. Итак, если сегодня я, например, сделаю домашнюю уборку, завтра подмету лужайку перед крыльцом, то мой уход за домом превратится в привычку, и скоро, буквально через месяц, дом превратится в образец чистоты. Таким образом, вы как бы начинаете новую жизнь, и вам в этом помогут ваши братья. Боже, помоги нам, дай нам всем счастье. Есть ли у кого-нибудь другие вопросы или кто-то просто хочет выступить? Пожалуйста, брат. Вопрос: какие шаги я должен осуществить, чтобы стать мусульманином? Ответ: скажите: свидетельствую, по-арабски ашхаду, что нет Бога, кроме Аллаха, ан ля иляха илляллах. Мухаммад — посланник Аллаха. Мухаммад — Расулюллах. Давайте все вместе скажем эти слова. Ашхаду аля иляха илляллах. Мухаммад Расулюллах. Да благословит его Аллах и приветствует. Саллаллаху алейхи вассалям. Эти слова являются словами исповедания веры. Произнося эти слова, вы меняете свою жизнь. Когда вы говорите «нет Бога, кроме Аллаха», вы тем самым обязуетесь поклоняться только Ему, повиноваться только Аллаху. Будете любить Аллаха, потому что вы уже убеждены в том, что нет Бога, кроме Аллаха. Ля иляха илляллах. Когда вы говорите «Мухаммад — посланник Аллаха», «Мухаммад Расулюллах», это значит, что вы считаете пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, примером для себя, берете его как образец для подражания, а сердца ваши будет переполнять любовь к нему. Ваши мысли, слова, поступки, весь образ жизни сильно изменится. Так начинается процесс постижения вами ислама, братья мои. Сейчас, когда вы произнесли слова веры, свидетельства,
можно подумать о следующих этапах вашего пути. Однако, прежде чем вы сделаете следующий шаг, необходимо к нему подготовиться. А для этого мы должны еще не раз встретиться и побеседовать об этих вопросах. Нужно делать все постепенно. Посмотрите, как учится ходить ребенок. Он начинает с одного шага, часто падает, но встает и снова шагает. Проходит месяц, и ребенок начинает самостоятельно ходить по дому. Еще через полгода он будет бегать, а через год ему вообще не понадобится никакая помощь. Давайте и мы делать шаг за шагом, как дети, которые учатся ходить. Вы произнесли слова исповедания веры, сказали «Ля иляха илляллах», нет Бога кроме Аллаха, и стали мусульманами. Вы сказали «Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах», свидетельствует, что Мухаммад его посланник. Теперь ваша задача стать истинными мусульманами. Стать настоящими, хорошими мусульманами и братьями. Кто-нибудь из присутствующих здесь братьев хотел бы что-либо добавить к сказанному мной? Дело в том, что я сам недавно принял ислам и стал мусульманином, и, возможно, некоторые из вас лучше меня знают ислам. Поэтому я еще раз спрашиваю вас, хотел бы кто-нибудь из вас что-либо добавить к сказанному мной? Пожалуйста. Прошу вас, если кто-то хочет что-то сказать по этому вопросу, пожалуйста. Какой вопрос стоит у нас следующим в повестке дня, если у нас нет вопросов? А, еще есть, пожалуйста. У одной моей знакомой девушки родители христиане. Они крестили свою дочь, когда та была еще совсем маленькой. К несчастью, девушка эта недавно скончалась. Она мусульманка? Нет, но она хотела быть мусульманкой. Итак, родители надели на нее крестик и поставили крест рядом с ее могилой. Будет ли она отвечать в судный день на том свете? На том свете мы все воскреснем и будем при этом без каких-либо предметов. Если на покойника надевают одежду, если с ним обращаются не так, как положено с мусульманином после его смерти, а в душе она была мусульманкой, то Аллах не спросит с этого человека строго за это. Ведь он не виноват в том, что сделали с его телом другие люди после смерти. Ведь людей на протяжении истории человечества распинали, сжигали, хоронили в могилах и не хоронили. Итак, эта скончавшаяся девушка не будет отвечать за это. Вместе с этим человек должен быть готов встретить смерть. Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте справедливыми». Мусульманин должен приложить все усилия для того, чтобы быть с мусульманами. Если человек живет вне мусульманском обществе, если его родители не мусульмане, то возникают проблемы. Если его друзья не мусульмане, то они перестают быть для него друзьями. Отец Авраама делал идолов, на которых молились люди. Авраам пытался убедить отца принять веру, но все его попытки были напрасными. Тогда Авраам отрекся от родного отца. После смерти отца Бог сказал Аврааму: «Ты можешь не молиться за своего отца, можешь не просить прощения за него». А разве мы отличаемся от Авраама? Конечно, нет. Этой девушке надо было посоветовать обязательно выйти замуж за мусульманина, жить в мусульманской семье. Ее надо было защищать еще при жизни и после смерти.
Мне кажется, именно в этом состоит правильный ответ на этот вопрос. Надеюсь, я убедил вас. Есть ли еще вопросы? Да, мой брат, прошу вас. Следующий вопрос в письменном виде. Не могли ли вы рассказать нам побольше об исламе? Существует 5 столпов или основ мусульманской веры. Первый, как я уже говорил, состоит в произнесении слов исповедания веры. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Далее молитва. Молитву нужно совершать 5 раз в день. Возможно, кто-то скажет, что 5 раз это много. Некоторые могут задать вопрос, а почему, собственно, мы должны молиться 5 раз в день? Предположим, я скажу вам, что нашел для вас работу, за которую буду платить вам 5 раз в день, при условии, что вы будете 5 раз совершать молитву. Станете ли вы возражать против такого предложения? Вряд ли. Многие будут стараться первыми получить деньги. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал: если возле вашего дома течет речка, в которой вы моетесь 5 раз в день, останется ли на вас хоть малейшая грязь? Сподвижники ответили ему: конечно, нет. Тогда пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: то же самое относится к молитве. Видя, что вы молитесь, Аллах очищает вас от грехов. Совершая молитву, упоминая Аллаха, мы как бы очищаемся от грехов. А сколько времени продолжается молитва? Молитва продолжается примерно минут 10, то есть промежуток времени, в течение которого вы выкуриваете одну сигарету, говорите по телефону с вашей женой, выпиваете стакан сока и съедаете бутерброд, просто беседуете с друзьями. Однако молитва – это более важное дело, ведь во время молитвы вы обращаетесь к Всевышнему, которому вы поклоняетесь, Господу вашему, к Создателю и Творцу небес и земли, к тому, кто подарил вам жизнь, возможность видеть окружающий вас мир, к тому, в кого вы уверовали. Неужели кто-то из вас считает, что представать перед Богом, просить у Него прощения, молиться Ему 5 раз в день – это много? Не думаю. В этом смысл молитвы. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: Аллах очищает молящихся от грехов, совершенных ими в период между молитвами. Например, после совершения утренней молитвы человек может совершить какой-то греховный поступок, не подумав о его последствиях. Однако, если человек помолится и днем, то Аллах простит ему его прегрешения. Ведь не секрет, что человек совершает порою то, что требует прощения Всевышнего. Итак, молитва имеет огромное символическое значение. Человек, совершающий молитву, упоминающий Всевышнего, помнит, что является мусульманином. Он знает, что его помыслы должны быть чистыми и искренними. Человек может забыть, что ему нужно молиться, и даже подумать, что можно прожить день без молитвы. Молитву можно сравнить с воспитанием детей в духе уважения к родителям и соблюдения дисциплины. Когда вы отпускаете маленького ребенка погулять, то вы говорите ему, чтобы он пришел домой не позже определенного времени, например, не позже 8 часов вечера. Этим самым вы хотите привить ребенку уважение к родителям и их наказам. Подобно этому Аллах не спаслал нам свои законы и повеления для того, чтобы мы уважали и соблюдали их всегда, вспоминая постоянно Всевышнего. Молитва нужна не Аллаху, она нужна нам. Милосердный Аллах повелел нам молиться, зная, что это принесет нам огромную пользу. Итак, благодаря милости Аллаха, мусульманин, совершающий молитву, получает очень много. На вопрос о том, что является священной книгой, мусульманин обязательно ответит Коран. Если его спросят об основах или столпах мусульманской веры, он ответит:
Молитва, соблюдение поста в месяц Рамадан, закят и паломничество. Закят или милостыню должен платить каждый имеющий соответствующую возможность мусульманин. Аллах сказал: получил прибыль тот, кто ее очистил, понес убыток тот, кто ее утаил. Слово «закят» имеет два значения – очищение и рост. Когда вы какую-то часть своего имущества отдаете беднякам, нуждающимся, Аллах очищает и увеличивает оставшуюся у вас часть. В случае, если вы не платите закят, то ваши деньги становятся как бы нечистыми. Естественно, вряд ли кто-нибудь отдал бы все свои деньги, даже если бы об этом повелел Аллах. Однако дело в том, что некоторые мусульмане не отдают даже и небольшой части имеющихся у них денег. Следующим, четвертым столпом ислама является пост, который необходимо соблюдать в течение месяца Рамадана. Пост является как бы средством самоконтроля для мусульманина, приучает его к дисциплине и порядку. Разве может быть мусульманином тот, кто не в состоянии воздерживаться от приема пищи в течение определенного времени суток, от восхода до захода солнца? Не говорить плохих слов, не курить, не вступать в интимные отношения со своей женой, сдерживать свой гнев. Разве трудно не есть и не пить в течение 12-14 часов? Неужели человек настолько слаб, что он не может контролировать себя, как бы управлять своим рассудком, волей и желудком в течение столь незначительного промежутка времени? Ведь в остальные часы вы можете и есть, и пить, и курить, и вступать в интимные отношения. Кроме самоконтроля, пост в течение месяца Рамадана заставляет мусульманина по-другому взглянуть на положение в мире, вызывает в нем чувство сострадания и желание оказать помощь голодающим жителям Сомали, Эритреи, в других бедных странах. Пост как бы приближает мусульманина к Всевышнему, дает ему больше времени для того, чтобы читать Коран, совершать молитвы, изучать жизненный путь и хадисы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Во время поста мусульманин чаще задумывается над своей ответственностью перед родными, близкими и окружающим миром. Пост помогает мусульманину сделать свои помыслы чистыми, приблизиться к Аллаху и очиститься от грехов, совершенных на протяжении последнего года. Пятой основой или столпом ислама является паломничество к мусульманским святыням, к Каабе или Дому Аллаху. Выражение «Дом Аллаха» не означает, что Аллах живет в этом доме. Этот дом был построен Авраамом вместе со своим сыном Исмаилом, да благословит его Аллах и приветствует для совершения молитв и поклонения Аллаху. Сейчас вы, как мусульмане, можете собраться в путь и совершить малое паломничество, умра. Приехав в Мекку, вы обязательно придете к Каабе, построенной Авраамом и Измаилом, для молитв Всевышнему. Совершите все необходимые обряды умры. Когда же наступит время совершения основного паломничества, хаджа, вы снова посетите мусульманские святыни и убедитесь в величии силы исламского братства, ниспосланного Аллахом. Никогда и нигде вы не увидите ничего подобного. Хадж подобен всеобщей встрече мусульман всего мира. Именно во время хаджа мусульманин осознает и ощущает свою принадлежность к мусульманскому миру, понимает, что является рабом единого Аллаха. Огромные массы людей, совершающих обход Каабы, молятся Всевышнему, просят его простить свои прегрешения. В это же время на небесах совершают подобные молитвы ангелы. Таков хадж. Такова вкратце суть ислама и его основные столпы. Принимая ислам, вы обязуетесь делать только добро, сохранять чистоту своих помыслов, тела и одежды, учитесь совладать с эмоциями, становитесь более добрыми, повышаете свою культуру. Собственно, от вас больше ничего и не требуется. Ислам по своей широте подобен океану, однако вы не обязаны пересекать его вплавь, а можете воспользоваться для этого кораблем или лодкой. Важно начать этот путь, путь познания истины, и да благословит вас Всевышний. Я надеюсь, что наша беседа была не бесполезной.
Я бы мог еще много рассказать вам об исламе, однако наше время подошло к концу. Того, о чем я рассказал вам сегодня, будет достаточно для вас. Главное — использовать все это в повседневной жизни. Используйте это каждый день. Используйте каждый день час и каждую минуту для того, чтобы продолжать постигать ислам и жить в соответствии с его нормами. Теперь все зависит от вас и только от вас. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Нет, тогда благодарю за внимание. Слава Аллаху, мир и молитва последнему из пророков, его семье и сподвижникам. Мы благодарим брата Халида Ясина за то, что он согласился выступить сегодня перед вами и рассказать вам об исламе. Мы благодарим всех присутствующих за то, что они пришли сюда и приняли участие в этой беседе. Наш долг заключается в том, чтобы донести идеи ислама до каждого человека. Для тех, кто захочет больше узнать об исламе, мы приготовили необходимую литературу и видеокассеты. В течение 2 дней вы сможете получить их здесь. Кроме этого, у вас будет возможность непосредственно или через одного из наших сотрудников связаться с нашим центром и получить всю необходимую информацию, которая касается этого вопроса. Мы в вашем распоряжении. Пожалуйста, задавайте любые вопросы, и не только сегодня. Мы готовы будем ответить на все эти вопросы. А сейчас мы приглашаем всех вас на обед. Хочу также сообщить вам, что все желающие могут оставить нам свои адреса для того, чтобы мы смогли выслать вам всю необходимую литературу. Я еще раз напоминаю вам, что вы можете оставить нам свои адреса для того, чтобы мы смогли выслать вам всю необходимую литературу. Благодарю вас всех за внимание. Мир вам, милость и благословения Аллаху. Любимые мои, скажите, кто сотворил Солнце, другие планеты? Любимые мои, это Аллах. Нет Бога, кроме Аллаха.
Кто сделал ночь темной? Кто открыл день для жизни? Слово это открывает нам секреты мира. لغز أعظم خلف من ذا هذه توصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أروع نفحات الإيمان وما أعذب آيات الرحمن يوم يرتوي المؤمن منها فتهدأ النفس ويرق الجنان. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تصحب